Добрый день, дорогие друзья! Мы в прошлом ролике с вами рассказали о том, как спас 218 человек партизанский отряд «Победа» под командованием Николая Киселева. Сегодня мы с вами продолжим рассказы о коллективных праведниках мира в лице белорусских партизан и в лице руководства белорусского штаба партизанского движения. Хотелось бы продолжить опять же вот этим отрядом «Мститель», на базе которого был сначала сформирован отряд Киселева, вот «Победа», который выводил первую группу евреев. Но это была первая, но не последняя группа. И если, допустим, Киселев выводил с помощью всего партизанского отряда, то потом по мере накопления вот евреев, которых находили в лесах, которые проходили в отряд Воронянского «Мститель», сформировалась следующая группа. Наша следующая группа была всего 87 человек, и в этой группе было 57 евреев. Остальные 30 человек это были те партизаны, которые либо шли за линию фронта обучаться партизанскому делу, ну, либо не имели оружия и больные были, как говорят, за невозможностью использования в отряде. То есть партизанский отряд «Мститель», он отправлял за линию фронта своих людей. Там были школы по подготовке радистов, этих минеров, были за линией фронта. Они там обучались и потом уже возвращались нормальными специалистами обратно в партизанский отряд. Так вот, таких людей было 30 человек. И возглавлял всю вот эту команду суммарно из 87 человек капитан Латышев такой был, Латышев Иван Степанович. Наша судьба этого офицера была такая довольно интересная. Он трижды попадал в плен. Сначала он попал в октябре месяце, там 14-15 октября 1941 года, через несколько дней сбежал. Потом 25 октября опять попал в плен, опять сбежал. И уже когда третий раз попал в плен, он уже пробыл в плену до 20 июля 1942 года. Ну, было в судьбе вот этого капитана Латышева такой маленький, как, ну не маленький, но как-то существенный штрих, что когда он был в Орше, у него был бывший командир его, подполковник Мозговой, в Оршанском лагере был начальник полиции там, лагерной. Ну и, в общем, он взял этого Латышева к себе в помощники. Латышев с ним рассчитался своими наручными часами. Зенит у него были, вот он дал этому Мозговому часы. Ну и, соответственно, потом за подготовку к побегу этого Латышева убрали с помощника, адъютанта вот этого Мозгового. Ну и когда уже там по этапам его отправляли, когда уже ком собирались отправлять, Латышеву удалось сбежать в районе Молодечно. И вот он попал в отряд «Мститель» и надеялся, что если он выведет вот эту группу, за линию фронта ему простят. И вот я в интернете видел мнение, что типа и не получилось вывести, что все погибли, там еще всякие бредни приходилось читать в интернете, но документы говорят совсем о другом. Документы говорят о том, что по пути следования от отряда этого группы Латышева отсоединилось порядка 6 человек, они остались партизанить в лесах, а все остальные были выведены. И очень много развединформации, которую получила белорусский штаб партизанского движения, который там получил, это было, имеется о Велещине, это было именно рассказ вот этих выведенных местных жителей, которые рассказывали, кто у немцев служит, сколько служит у немцев. Ну, короче, все, кто что знал, они все тогда рассказали, перейдя за линию фронта, и в документах фонда Белорусского штаба партизанского движения все это показания зарегистрированы, и в том числе есть показания Латышева, когда он говорит: я успешно вывел весь
всю группу за линию фронта. То есть это ему удалось, но тот факт, что он был в Варшавской тюрьме адъютантом мозгового подполковника, который был начальником полиции лагерной, вот ему это дело припомнили, и в начале 1943 года судом трибунала Калининского фронта он был расстрелян. Вот, Латышев, но группа была выведена, и опять же мы видим, что здесь именно инициатива шла от партизанского отряда «Мститель», который потом был преобразован в бригаду «Мститель», которая называлась потом бригада Воронянского, со временем стала называться, но вот именно на уровне вот этого вот отряда «Мститель», там, где размещался первоначально Вапшацев со своим спецотрядом Лаврентия Павловича Берии, имени Берии, вот именно отсюда пошла вторая группа вот этих евреев. То есть опять мы видим коллективный подвиг праведников, именно партизан коллективный, именно по линии партизанской шли, вот эти спасались 87 стариков, детей, женщин, короче, евреев, которые были фактически не боеспособны. То есть пару человек было и из населения нееврейского, которых хотели уйти от немцев, искали спасения партизанов, их вывели тоже, это было, но среди евреев по определению большая часть, это было не боевое население. Это было 30 человек, которые пришли в отряд, и часть из них, несколько было больных, которые нуждались в лечении за линией фронта. А остальные послали на военное обучение. Да, и несколько были, вот у них не было оружия, их послали на обучение. И вот я этот вопрос изучал, вот у меня такая была изданная книга, называется «Долгиновская летопись». Здесь я подробно описывал вот праведников, которые были в Вилейском районе, то есть вот коллективно праведники, не то что, потому что про одиночек институт я волшебно написал. А вот коллективных праведников, они даже вообще в упор не видят, они считают, что коммунисты по определению не могут быть коллективных праведников они нашли на севере Европы, да, про это будем обсуждать. Да, поэтому вот я думаю, что дополнительно обсудим этот вопрос, но вот вторая группа была с отрядом «Мститель», но это была не последняя группа. Мы еще в следующей серии рассмотрим еще одну группу, которая была отправлена с отрядом «Мститель». Отмечу тут, что партизанское движение белорусское, это не были какие-то народные мстилцы, которые пошли локтями закидывать немцев. Московский штаб формировал партизанское движение, заботился об обучении соответствующих военных специалистов, спускал указания. Это была советская власть, которая действовала на временно оккупированной немцами территории. Это была вооруженная длинная рука советской власти. Это то, что было белорусское партизанское движение. Поэтому немножко странно, что в поправку к Конституции записали про подвиг народа Великой Отечественной войны. Соответственно, подвиг белорусского народа. На самом деле, правильно было написать подвиг белорусского народа в составе всего советского народа.